Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит ведущий нашего любимого телеканала ТНВ Альберт Шакиров. Встречаем! Исәнмесез, Альберт! Добрый день! Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Это вот куштанач, от меня сладкий пирог. Вау, рахмет, рахмет! Большое спасибо. Что за пирог? Пирог собственного приготовления, поэтому при употреблении просьба быть осторожным, потому что готовил я в первый раз, вот получилось такое вот чудо, не побоюсь этого слова. Но ароматно, красиво, и в конце программы обязательно попробуем. Бигзур Ахмед. Альберт Шакиров, ведущий телеканала ТНВ. Родился 1 апреля 1989 года в Атницком районе Республики Татарстан. В 2011 году окончил философский факультет Казанского федерального университета по специальности политология. Проходил стажировку в школе российской политики Центра социально-консервативной политики. С мая 2009 года работает в телерадиокомпании «Новый век». Сначала ведущим и корреспондентом молодежной передачи «Яшляр Тукталыша», а с сентября 2012 года ведущим дискуссионной передачи «Кора Каршы». Альберт Шакиров – лауреат и дипломант различных республиканских конкурсов. В 2010 году награжден грамотой Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан за активную работу по поддержке одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан. А готовить мы сегодня будем мясо в пиве с овощами. Сарадап, шерельган, итхам, ешельща назовем. Вот второй вариант названия мне больше нравится. Ну что ж, мы начинаем. Я забираю себе шматок мяса, потому что я очень любитель таких мужских. Самый ответственный, окей. Конечно. Так. Тебе предлагаю порезать лук и морковь. Лук порезать полукольцами, морковь как рука ляжет, наверное, кольцами порежем. Потому что все это по-мужски, все очень просто. Итак, как говорят татары, бисмилля, это начинаем. Как режем мясо? Мясо режем кусками сантиметр толщиной и как бы неважно как в длину, потому что все это будет обжариваться и тушиться, поэтому в зависимости от физиологических особенностей людей, у кого как полезет в рот. Откуда рецепт, Альберт? Расскажи, пожалуйста. Рецепт я впервые попробовал у друзей своих, потому что были мы в походе, так скажем, были на рыбалке, и вот как раз в таких походных условиях очень просто и быстро ребята из подручных средств, что у нас было, приготовили такую вкуснятину. Происхождение блюда, как я подозреваю, наверное, все-таки чешское, но оно адаптировано. Давай сделаем, адаптируем к программе от чешских татар. От чешских татар. Вот так нормально будет, отлично. Потому что, кстати, очень много интересного в чешской кухне. Там, например, есть уши по-татарски, по-моему. Есть татарский соус. Поэтому, мне кажется, чехи не обидятся, если мы немножко адаптируем их блюдо под себя, под татарскую кухню. Альберт, у тебя красивая такая поставленная речь. С детства вот такой был у тебя уже способности? То есть вставал, наверное, там, читал стихотворение? Было. В первый раз я попал на сцену где-то вот в первом классе. Вел Новый год наш школьный. И вот с тех пор и пошло-поехало. Почему-то я, наверное, болтал всегда много на уроках. И как-то вот... Поведение на тебя всегда было -3. -3, да. Ну, бывало и похуже. Ну, -3 – это официальная версия, так скажем. Но ничего так выручает в жизни. Потому что я как-то где-то вот до 10 класса думал, что я стану переводчиком. Очень нравился мне английский язык. Но как-то вот меня поправили немножко, направили в другую сторону. Ушел я в политологию, стал политологом. Ну, в смысле, политика, она тоже не так далека от болтовни, как говорится. Поэтому ничего такого в этом нет. Как-то вот судьба так сложилась, что очень даже все друг с другом переплетается. И то, что от природы было дано, как-то вот развилось само собой. Но ты понимаешь, что ведущие и политики, они на самом деле похожи, только ведущие, они разговаривают, приносят радость людям, а политики разговаривают, и что? Ничего не... И толку нет. Да. Так, ну вот расскажи, пожалуйста, где получил образование? Образование, ну, в деревне. Так-то я из Атнинского района. Сельская школа, обычная средняя школа. После этого вот Казанский федеральный университет, кафедра политологии. Так, лук готов. Замечательно, тогда мы приступаем к обжарке мяса. Так. Я, как хозяину кухни, доверяю это дело тебе. И только есть тебе. У меня один любимый казан, который меня никогда не подводит. Так, подсолнечное масло используем. Подсолнечное масло, да. Так, сколько? Следите, пожалуйста, Альберт. Да. Вот все достаточно. Достаточно, да?
Так, ставим на максимальный огонь. Но, в принципе, можно давать сразу. Да, конечно. У нас все по-мужски, все очень просто. Все очень просто. Альберт, ну, мне кажется, вопрос тебе задавали миллион раз. Как ты попал на телевидение? Это, кстати, вопрос, который у меня всегда спрашивают тоже люди, которые иногда приходится общаться. Как все случилось? Только честно. Честно? Не как политик рассказывает, а как ведущий. Конечно. Пригласили на передачу «Хайырлы эртэ». Не помню, какая была тема, просто позвали. По-моему, то есть ты просто как гость пришел? Как гость пришел, да, поговорили, «Хайырлы эртэ», да. Потом еще пару раз звали на передачу, по-моему, «Кара каршы» в качестве зрителя. И после этого меня заметила Рамиль апа, которая является редактором дирекции молодежных передач, молодежного телевидения ЕШ-ТНВ сейчас уже. Вот. Она сказала, что вот ровно ваши слова повторил, то, что у тебя хорошая дикция и так далее. Не хочешь ли ты поработать в качестве корреспондента или ведущего у нас? Я считаю, тут И ты спросил, сколько? Нет, я сказал, хочу. Тогда еще был не таким алчным, как сейчас. Тогда студенческие годы, только начало, было все интересно. Хотелось новых знакомств и новых впечатлений. И тем более вот эта вот жилка ведущего, так скажем, которая любительская, она куда-то просилась постоянно. И вот решил попробовать себя на телевидении. Так и пошло-поехало. Корреспондент, потом ведущий пару лет, потом был перерыв небольшой. И после этого уже вернулся в качестве ведущего уже на передачу «Кара каршы». А не тянет вот все-таки работать корреспондентом? Корреспондентом нет, потому что работа очень сложная. Готовиться нужно очень много. А мы ведущие, мы же так. Пришли готовые. Да, готовые, так что... Ну, а заметь, сегодня-то тебе приходится самому готовить? Сегодня, да. Очень сложно, руки дрожат, коленки трясутся. Но, кстати, ты сегодня реально прочувствуешь, что вот говорить в эфире, готовить в 2 раза сложнее. Очень сложно. Я вас очень сильно понимаю. Так, мы обжариваем мясо. Да, мясо должно подрумяниться буквально. Я тебе помогу сейчас с морковкой. Очень благодарен. Есть у тебя кумиры на телевидении вообще? Вот не у меня одного, наверное, как не то чтобы кумира, а пример для подражания – это Иван Ургант из нового поколения, так скажем. Мне очень нравится стиль вообще ведение себя на сцене Гарик Мартиросян, даже если он и как-то юморист, так скажем, но он очень интеллигентный юморист. Вчера вот смотрел, например, Петросяна, его концерт юбилейный. Как ты сейчас Гарика-то с Петросяном на один уровень поставил? Смешал. Я надеюсь, Гарик не смотрит нашу программу? Да. Петросян-то точно смотрит? Да, я прям сделал юмористическую бубадью только что. Ну, тем не менее, люди такие своеобразные. Если Петросян — это классический, так скажем, мэтр юмора, а Гарик Мартиросян — это, конечно, он человек такой интеллигентной новой формации, так же, как и Иван Ургант. Ну и Познер, конечно же. Вот из сферы телевидения такие люди очень интересные. Всегда их интересно послушать. Замечательные кумиры, кстати, все 4 мне тоже нравятся. Замечательно. Продолжаем готовить мы замечательное блюдо, название которого сможет сказать вам только Альберт. Сырада пішірілген ит хамешича. Вот именно. Руслан, мне кажется, мясо уже достаточно подрумянилось, и поэтому можно добавлять смело морковь и лук. Сразу, да? Да, сразу туда же. Так, давай. Сейчас потихоньку. Слушай, а солить, перчить? Солить, перчить вот будем как раз-таки после... Сейчас, да? Да. Как ты относишься к специям, кстати? Добавляешь такие блюда какими-то специями? Стараюсь особо не перебарщивать, потому что я как-то уже пытался, конечно. Ну, интересно же, когда в холодильнике всегда полным-полно всяких пряностей там и так далее. Добавлять все подряд. Интересно же там такие незнакомые названия новые. Так, все сразу, да? Поэтому сейчас стараюсь особо не добавлять, потому что как-то вкус теряется, и непонятно, что ты добавил, и непонятно, какой оттенок это все. Ну, тогда добавляем 2 стандартные специи. Так, давай соль. Сейчас я возьму перчик. Черный, да? Да, черный перец. Перчика, мне кажется, можно в такое блюдо побольше. Конечно. Альберт, давай вспомним программу «Кара каршы». Расскажи, пожалуйста, вот как работал, что интересного было? Интересно всегда было все с гостями. Ну, однажды было такое, что я чуть в деревню не уехал, меня развернули с дербышек, я забыл про съемки. И в итоге одну передачу... Это твое отношение к работе, пока как можно забыть про съемки? Нет, это моя увлеченность работы, я уж прям планировал следующие съемки, и поэтому как-то в мечтах уехал далеко. Я пока порежу картошку. Картошку, кстати, мы резаем четвертинками, потому что она все равно будет тушиться и приготовится все замечательно. С гостями были такие казусы, что у нас был депутат
Госсовета Республики Татарстан. Не буду называть фамилию. И он... Тем более они меняются, эти депутаты, через каждые 4 года. Да. Очень скоро, очень скоро, может, после выборов, может, озвучу это имя. Но пока не будем. Человек просто взял на середине съемок, поговорил по телефону и уехал в аэропорт. Как бы сидел с гостями со всеми, и как бы его не стало, так скажем, по его собственной воле. Пришлось выкручиваться, но это уже больше забота операторов и редакторов. Также было такое, что часто у нас гости опаздывают. Снимаем с одним пустым стульчиком или вообще без стульчика. Как бы вот такой миниатюра одинокая табуретка получается. Ну, гости подъезжают, подсаживаются, и все нормально. А ты помнишь какую-нибудь тему, которая больше всего тебе понравилась, когда вы обсуждали? Была такая тема. Мы, не к столу будет сказано, рассматривали сексуальное отклонение. Не секрет, что для татарской культуры это совсем такая тема чуждая и даже, можно сказать, закрытая. Но беседа получилась на удивление оживленной. Разговаривали обо всем и обо всем подряд, без, так скажем, без цензуры даже в некоторых местах. Конечно, передача получилась намного ниже градусом в записи, но в студии была очень такая веселая атмосфера, так скажем, потому что слышать от уважаемых людей разные мысли на эту тему было для меня как-то новым, так скажем, открытием даже. Ну, а сегодня все наши мысли только о чем? О нашем блюде. Я ощущаю. Сам скоро начну путаться. Так, картошка у нас тоже порезана. И вот посмотри, пожалуйста, как красиво здесь наше мясо. Ты гуру мяса, я скажу. Без преувеличения. Даже у меня так не получается. Ну что ж, сейчас немножко поджарим мясо, да, и потом добавим картофель. Буквально пару минут и картофель. А мы продолжаем готовить сырада пешереган ит хабьяшильша. Именно так называется это блюдо. И готовим мы сегодня с ведущим телеканала ТНВ Альбертом Шакировым. Хе-хей! Да, я здесь. Итак, самое время нам добавить картофель. Так, здесь мы обжарили на подсолнечном масле мясо, говядину, морковь, лук и добавляем беренге. Именно, Шулай. Я пока порежу помидоры. Их можно тоже резать довольно-таки крупно, для того, чтобы они хоть какую-то форму сохранили при уже финальной стадии приготовления, потому что помидоры такие довольно-таки мягкие. Альберт, хорошо ты сказал про финальную стадию. Я знаю, что этим летом программа «Каракаша» тоже подошла к финалу, к своему, да, логичному. Логично. Хотя проект очень удачный. Вот какие у тебя планы дальше творческие на нашем канале? На нашем канале дальше планы. Вот буквально на днях мы обсуждали перспективы новых проектов. В новом сезоне на телеканале ТНВ стартует целых, по-моему, 6 новых проектов культурно-образовательных. И один из этих проектов доверили мне. Передача будет называться «Бесторихта эзлебес». Переводится как, чуть не сказал, мы наследили в истории, но переводится как «Наши следы в истории». Передача историческая и будет посвящена, так скажем, историческим личностям, местам памятным в Республике Татарстан. Вот, проект такой долгосрочный, так скажем, будем надеяться, что он будет не менее удачным. Таким образом, ждет обновление сетки вещания, двигается вперед. То есть Альберт Шакиров с ТНВ никуда не уходит? Нет, я буду здесь. Алла Берса, обязательно. Но лично я желаю всем проектам, которые ты запланировал, успеха и рейтинга, конечно же. Спасибо. Алла Берса, все получится. Алла Берса, а у нас, я думаю, получается замечательное блюдо. Альберт, я накрыл крышкой, да, чтобы картофель немножко дошел. Но все правильно? Нужно будет перемешать. Перемешать, да? Он уже обжарился, пропитался соком. Так. Кстати, очень хороший казан, очень выгодно, удобно и вкусно готовить вот именно в толстостенной посуде такое блюдо, потому что мясо доходит очень хорошо, и при дальнейшем тушении тоже температура будет такая оптимальная. Слушай, Альберт, ну ты реально разбираешься в кухне, я чувствую. А какие у тебя хобби еще есть? Хобби – охота и рыбалка. Самый такой на первом месте, который стоят. Это благодаря любимому тестю стал я охотником. Вот буквально 2 сезона бродим с ружьем. Ну, естественно, когда тесть с ружьем, ему не откажешь. Пришлось взять его хобби тоже к себе на вооружение. Решил перестраховаться, что называется.
Вот. И из хобби тоже вот ретро-автомобили и мотоцикл, так скажем. Пока что Волга-24, которая стоит и стоит 3 года, руки не доходят. Ну, это же хобби. Это хобби, да. Волга есть и все хорошо. Посмотрел, и уже хорошо. Да, уже хорошо. Уже весело. И мотоцикл Урал, он уже доведенный. Это вот, так скажем, чоппер, кастом мотоцикл Урал с таким вот рулем. Тоже пока стоит в гараже. То есть, дорогие друзья, если на улице вы видите Альберта Шакирова, едущим на Урале, в люльке у него 4 утки, 5 зайцев и много рыбы, знайте, это все хобби. Именно. Итак, можно что делаем с добавлять помидорчиками? Помидоры уже. Добавляем, да, сразу? И сразу же там же перемешиваем. Так, мы будем немножко еще добавлять соли? Соль, думаю, не помешает. Буквально пару щепоток. Чуть-чуть. На помидорчики. На помидорчики, да. Так, все овощи у нас на месте. На месте, они готовы. Накрываем. Накрываем, буквально еще 5 минут даем им настояться, пропитаться друг другом. И дальше уже будем добавлять сыра. Ну что ж, Руслан, самое время добавить сыра в наше блюдо. Так. Добавляем для того, чтобы у нас мясо приобрело такой вкусный хлебный аромат, так скажем, там, хмельной, так его назовем. Мясо становится мягче намного. И да, бульон тоже съедобный, кстати. То есть это не означает, что его нужно выливать. То есть это блюдо можно есть и с бульоном? Конечно, конечно. Вот примерно так достаточно. Если даже сыра будет выкипать у нас, можно добавить как сыра, можно еще и воду добавлять. Так, крышкой закрываем? Крышкой закрываем, и пока уже можно не трогать. На медленном огне это должно вариться примерно 40 минут или час. На самом деле, чем больше, тем лучше даже. Рецепт. Мясо в пиве с овощами. Сырада пешелерян ит эм яшельча. В казане на растительном масле обжарили говядину. К ней добавили нарезанный лук и морковь, приправили специями и тушили еще несколько минут. Затем в казан положили нарезанный четвертинками картофель и крупные ломтики помидоров. Далее содержимое казана залили пивом, накрыли крышкой и тушили в течение часа. Ну что ж, Руслан, чтобы мы, как мужчины, так скажем, в теле, не умерли с голоду, давай предлагаю приготовить салат. Очень легкий, очень быстрый, вкусный и полезный. Для этого Салат называется летний шакировский. летний шакировский. Да, отличное название. Приплюсуем. Все-таки соус сделал я сам, кстати говоря. Нужны будут огурцы, зеленые яблоки, 1 лимон, точнее сок, и нужен будет сыр. Предлагаю тебе порезать огурцы и Так, огурчики. да, пару яблок. Я возьмусь за сыр. Кубиками. Да, как удобно, можно совсем даже крупными. Тоже получается такой летний легкий салатик. я так понимаю. Конечно, заморачиваться не стоит, главный результат. Главное, чтобы все это было вкусно. А эстетика, к сожалению, это пока не мой конек, в этом я пока не разбираюсь. Но я знаю, что ты отлично разбираешься в молодежной организации «Солярь», в которой ты проработал несколько лет. Расскажи, пожалуйста, вот чем занимается эта организация? Организация занимается поиском и развитием творческой и одаренной молодежи в Республике Татарстан. Это уже не только Татарстан теперь, это уже и ближнее зарубежье, это к нам приезжают ребята из Москвы и со всех регионов России. Можно сказать, что молодежная организация «Солярь» — это аналог вот комсомола, как раньше был, который сплачивал молодежь? По содержанию вряд ли, но по форме, так скажем, это да. То есть это то же самое. Это место, где ребята встречаются, где ребята знакомятся друг с другом. У меня, например, была такая проблема, что где-то вот в 11 классе, когда я победил в нескольких конкурсах и стал звездой районного масштаба, так скажем. От Нинского района? От Нинского района, да. Появилась такая легкая звездная болезнь, когда, стал таким, так сказать. Когда даже председатель от НИ здоровался с тобой за руку? Именно, так и было. Подвозил на УАЗик. Да. Сено подвозили еще. Все бесплатно? Да, все бесплатно. И вот начал зазнаваться, но, слава богу, попал вот в 11 классе как раз-таки в организацию «Солярь», где меня поставили на место, причем так очень красиво и культурно, когда ты видишь, что приезжают люди, и в ответ на то, что ты победитель республиканской олимпиады, тебе говорят, что он победитель международной олимпиады, и в ответ на твои стихи тебе еще и споют собственные стихи под гитару, это уже как бы показывает, что, товарищ, нужно расти и развиваться, а то, что ты сейчас достиг, это как бы все... Ну, на сегодняшний день вот какие фестивали, конкурсы организует организация «Солярь»? Уже вот в этом году проходит 3-й международный образовательный форум в Алексеевском районе, в Белярске. Это уже вот форум вырос из фестиваля «Солярь», то есть это место сбора и встречи всех лагерей, которые по всей республике располагаются. Все собираются дети там. Но теперь уже с легкой руки президента
Рустама Нургалевича Минниханова фестиваль стал международным форумом образовательным. Туда уже приезжают не только с республики, но и со всего мира, можно сказать, гости. Сейчас у тебя хватает времени участвовать в этой организации, или ты все-таки уже отошел? К сожалению, вынужден признаться, что немножко отошел от дел, так скажем, но совсем связи с этой организацией не теряю, потому что у меня все друзья из организации «Салят», все наставники, преподаватели, которые мне в жизни так или иначе помогли, кто советом, кто вообще такой реальной, конкретной помощью в организации чего-либо. Все находятся в этой организации, и весь мой круг общения в «Саляте». Поэтому отходить от этой организации совсем не стоит, потому что я опять могу зазнаться. Ну, смотри, какая у нас классная программа. В своей программе «Каракарши» ты им привет не мог передать, а здесь можешь? «Салят яшьләре». Җәүдәт Шәүкәт Сөләйманов, барыгызга да зур сәламнар һәм эшегездә зур уңышлар. Мин сезнең белән. Мы тоже. Так, огурцы и яблоки готовы. Сыр тоже Сыр готов. тоже готов. Ну, сейчас нам нужно сделать соус. Его мы делаем из лимона и подсолнечного масла. Нам нужен сок лимона, поэтому мы его разрежем на четвертинки. В принципе, половины лимона нам вполне должно хватить. Данный салат можно заправлять чем угодно. Традиционно, как это делается, просто подсолнечным маслом. Можно заправлять майонезом. А у нас вариант с лимоном. Так, перемешиваем. Да. Ну, наверное, можно добавить еще чуть-чуть подсолнечного. Еще масло, да? Да. И еще вот я лимон дожму. Не пропадать же добру. Настоящий кулинар сегодня с нами. Спасибо. А мы сейчас соберем наш салатик Воедино. воедино. Так. Можно руками. Я же говорю, у нас все по-простому. Так. Все замечательно. И сейчас можно сразу посолить. Так. Чуть-чуть соли. Да, так по вкусу. И заливай. Заливаем. Ты будешь перемешивать? Я буду перемешивать. Вот так вот заливается у нас вот этот соус. Так. Ну, выглядит эстетично. Эстетично, очень чисто, ничего лишнего не видно здесь. В чем соль этого салата, в чем его фишка? Это то, что от яблок мы получаем немножко такой сладкий вкус, а лимонный сок придает такую кислинку легкую. А все остальное просто для содержания и для питания, так скажем. А правду ли говорит Альберт, мы узнаем буквально через несколько минут, когда мы будем пробовать наше первое блюдо и наш салатик. Оставайтесь с нами. Летний салат шакировский. Огурцы, зеленые яблоки и сыр нарезали мелким кубиком. Все ингредиенты перемешали, приправили специями и заправили смесью лимона и оливкового масла. Вы не успели записать рецепт от Альберта Шакирова? Не расстраивайтесь, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и готовьте вместе с нами. Дорогие друзья, сегодня вместе с Альбертом Шакировым мы накрыли вот такой шикарный стол. Есть у нас и свой пирог, он же торт. Да. Есть салат по твоему рецепту. И есть замечательное второе блюдо. И мы проверим его готовность. Да, сырада пішірілген ит һәм яшелчә. Ах! Ароматик. Аромат есть, значит все. Аромат есть. Позвольте вашу тарелочку. Ой, давайте. Сначала гости у нас на кухне. Большой. Так. Спасибо. Ну как тебе, побольше мяса, овощей? Мне побольше мяса, можно без бульона даже. Можно без бульона. Вполне достаточно. Кстати, посмотри, реально получилось. Одна картошка, 10 кусков мяса, держи. Это по-нашему. Сейчас, секундочку. А я, кстати, очень люблю бульончик. Он должен быть тоже очень вкусный. Такой терпкий. Терпкий. Да. Настоящий. Следует отметить, что у нас блюдо абсолютно безалкогольное. Во-первых, мы использовали безалкогольные сыра, хаммерсес сыра, скажем, на татарском. И даже если используются алкогольные продукты, все равно алкоголь выпаривается. Выпаривается. Да. Переживать по этому поводу не стоит. Ну и чтобы до конца скрыть присутствие пива, все посыпаем укропом. Именно. Ну и для красоты. Ну и для красоты. Итак, Аллах шикр, все у нас готово. Берем салатик, пробуем. Да, салатик мне вот с виду очень нравится. Я бы, конечно, добавил туда маслин немножко, но что-то мне подсказывает, что он и так очень вкусный. Ну, как дома для меня. Не знаю, как вам. Здесь самое главное, чтобы яблоки, огурец и сыр попали вам все вместе, потому что вкус получается исключительным. И соус, кстати, из масла с лимоном великолепный. Спасибо. Честно говорю, дорогие друзья, вот для лета салат номер один. Если даже ты его съешь до конца, все равно останется место для второго. Именно. Так переходим ко второму. Ну,
Что обычно ты говоришь дома, когда тебя супруга накрывает на стол? И пиварма. И пивармы. Но мы сегодня без хлеба едим, конечно же. Я дома тоже без хлеба, так что это такая дежурная фраза. Интересно мне попробовать бульончик. Ты заметил, что я не останавливаюсь? Я тоже. Я думал, ты будешь что-нибудь говорить, меня прикроешь. Бульон, это только бульон я попробовал, получился очень вкусным, наваристым. Что сам скажешь, дорогой мой? Бульон действительно очень вкусный. Ну, вкус такой специфический, ну, с кислинкой легкой и очень ароматной. На самом деле он не специфический, а он очень оригинальный. И если вы хотите удивить своих гостей, то, дорогие друзья, берите рецепт от Альберта Шакирова и готовьте. Я пробую мясо. Приятного аппетита всем! Ну, мясо получилось тоже очень вкусным, мягким. К удивлению, ведь мы готовили говядину, готовили ее вроде недолго. Альберт, ты меня удивил. Молодец. Спасибо большое. 5 баллов из 5. Дорогие друзья, вроде бы мы использовали обычные продукты, которые реально у всех есть в холодильнике, но вот эти небольшие нюансы, которые нам сегодня рассказал Альберт, и в итоге получилось вкусное, оригинальное блюдо татарской кухни. Спасибо. Молодец. Ну, а в свою очередь, я хочу искренне поблагодарить за приглашение на эту изумительную вкусную передачу с шикарной плитой и казаном и пожелать творческих успехов и успехов на кухне. Большое спасибо тебе еще раз. Дорогие друзья, смотрите нас, Альберт Шакиров, Руслан Шарапутдинов на нашем любимом канале ТНВ. Сау болыңыз. До свидания. Еще раз. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.